республике свыше 11 тысяч человек не имеют гражданства, соответственно, у них нет паспортов, у которых нет свидетельства о браке, не брали свидетельства о рождении детям, так как эти вопросы все взаимосвязаны. Аида Мусаева до настоящего времени не была документирована паспортом. Ее родители в свое время не позаботились о получении паспорта на себя и на детей. Внутренняя миграция, существующие бюрократические процедуры в паспортных столах, нехватка денежных средств в семейном бюджете тоже препятствовали ее попыткам решить вопросы получения паспорта. Более 25 лет из-за отсутствия паспорта она не смогла устроиться на работу официально, подрабатывала где придется. Имеет 5 детей, у которых тоже нет свидетельства о рождении. Аида недавно получила паспорт и впервые официально устроилась на работу санитаркой в больницу. Так как у меня самой не было паспорта, не смогла получить свидетельство о рождении своим детям. По этой причине мои дети тоже не были документированы. Старшему сыну 19 лет, но он не закончил школу, так как без свидетельства о рождении ни одна школа не приняла. Остальных детей еле смогла устроить школу уговорами, упрашивая слезами. Сейчас 2 учатся, 2 маленькие, 5 и 6 лет, но у них нет свидетельства о рождении. Раньше боялась кому-то обращаться, так как не знала, кому и как объяснить. Если потребуют деньги, откуда возьму? Вот такие были у меня проблемы. Мээрим Сыдыкова, ее муж погиб в июньских событиях в 2010 году в Аше. Так как их брак не был официально зарегистрирован в ЗАГСе, соответственно, не было свидетельства о регистрации брака. Мээрим, как семья пострадавшего, не получала государственной поддержки и компенсацию. Ошские события показали, что немало семей, не имеющих паспортов, женщин, не зарегистрированных в браке, соответственно, не зарегистрировавших детей в государственных органах. Мээрим Сыдыкова – одна из них. Я с хорошими помыслами и мечтой вышла замуж. Устроили торжество по случаю образования семьи. Муж погиб в ошских событиях. Когда погиб муж, у меня на руках осталась 11-месячная дочь. Так как мой брак не был официально зарегистрирован, я не смогла никуда обратиться за помощью и поддержкой и не смогла получить свидетельство о рождении на нашу дочь. Пришлось обратиться в суд за установлением отцовства и на основании определения суда получила документ на ребенка. У нас на юге у большинства молодоженов нет документов. Нет документов на новорожденных детей, так как молодые не регистрируют свой брак официально. Даже при наличии 4-5 детей не получают свидетельство о рождении детям. Ошские события показали особую уязвимость таких семей. Из-за сильных миграционных процессов молодежь часто уезжает, не решив вопрос регистрации брака в государственных органах. Родители должны обратить особое внимание на эти вопросы. Вместо того, чтобы думать о сумме калыма и сколько машин будет на свадьбе, должны позаботиться о том, чтобы молодожены официально зарегистрировали свой брак. Почему родители не придают значения факту своевременной регистрации рождения детей? Часто к нам обращаются без личных документов, особенно студенты, подростки, не достигшие 18 лет. Конечно, мы их принимаем, однако иногда обнаруживаем, что они обращаются с чужими паспортами или свидетельствами о рождении. В приеме граждан даже в отсутствии документов не отказываем. Раньше, бывало, не принимали без документов. Сейчас принимаем всех. Например, когда поступают роженицы без паспортов. Как решаются государственными органами проблемы, связанные с отсутствием личных документов? При поддержке в том числе проекта ПРООН и в рамках работы по внедрению электронного управления правительства Крымской Республики мы как раз-таки разрабатываем проекты нормативно-правовых актов, которые направлены на создание тех нормативных требований, в соответствии с которыми должны как раз-таки такие базы данных, такие информационные системы должны функционировать и работать в целях защиты прав на частную жизнь. Кроме того, совместно с ПРООН у нас реализуется пилотный проект по созданию портала электронных услуг, посредством которого наши граждане смогут уже получать определенные услуги через сеть интернет. Я потерял паспорт. Кому и куда могу обратиться?
Если вы потеряли паспорт гражданина Кыргызской Республики, то можете обратиться в паспортный отдел по месту жительства и представляете следующие необходимые документы. Заявление, объяснительное, свидетельство о рождении, справка с места жительства, ОМС и ННН, фотография с размером 4:6, 2 справки с адресного бюро. Обращаетесь в РОВД для составления протокола об утере паспорта. Через РСК Банк оплачивается штраф. За утерю общегражданского паспорта Кыргызской Республики 200 сом, за ID-паспорт 100 сом. У меня истек срок действия паспорта. Куда могу обратиться? Если у вас истек срок действия паспорта гражданина Кыргызской Республики, то вы обращаетесь в паспортный отдел по месту жительства и представляете следующие необходимые документы. Заявление, объяснительное, свидетельство о рождении, справка с места жительства, ОМС и ННН, фотография с размером 4:6, справка с адресного бюро. Почему родители сразу при рождении ребенка не получают свидетельство о рождении детей? Это связано с отсутствием паспорта у матери ребенка, отсутствием официальной регистрации брака родителей ребенка, также нежеланием, стеснением зарегистрировать ребенка на свое имя как мать-одиночка из-за отсутствия свидетельства о регистрации брака. Поэтому некоторые матери при выписке из роддома не получают на новорожденных свидетельства о рождении. Конечно, мы, специалисты госорганов на местах, объясняем процедуры и правила регистрации ребенка в госорганах по месту жительства в течение месяца. Мы объясняем, что даже при отсутствии регистрации брака родители могут зарегистрировать ребенка, обратившись с паспортом в Айлыкмэту или ЗАГС. Для получения свидетельства о рождении ребенка в течение 1 месяца надо обратиться в районный ЗАГС или в Айлыкмэту со следующими документами. Справка с роддома о рождении ребенка, свидетельство о браке, паспорта родителей. Биздин мамлекетибизде ички миграциянын күчөгөндүгүнө байланыштуу Граждане нашей страны, имея постоянное место проживания, из-за усиленной внутренней миграции по различным причинам вынуждены временно находиться в Джалалабадской, Ошской, Чуйской областях, в городе Бишкек, в других районах, где они учатся, работают, то есть временно проживают. Если эта группа граждан своевременно не получали паспорта, утеряли паспорта или истек срок действия паспорта, имеют необходимость получения паспорта детям, достигшие 16-летнего возраста, также хотят обменять паспорт СССР, то гражданам не обязательно поехать обратно по постоянному месту проживания для решения проблем документирования. Для данной группы граждан Государственная регистрационная служба открыла межрегиональные паспортные отделы, которые находятся по следующим адресам. Межрегиональные отделы паспортной визовой регистрационной работы, город Бишкек, проспект Мира, 95, здание старого аэропорта. Город Ош, улица Ленина, 318, здание ОПВР города Ош. Город Джалалабад, Барпы-Сейль, 222, здание ОПВР города Джалалабад. Каждый из нас для достижения сокровенных мечт и желаний, жизненных целей, для благополучия наших родных и близких должны позаботиться о личных документах. Наши дети не должны быть лишены благ, которые предоставляет государство: посещение детского сада, школы, забота о здоровье, всестороннее развитие. Граждане без личных документов на каждом шагу испытывают сложности, сталкиваются с нерешенными проблемами. Жизненные примеры многих доказывают, что эти проблемы отрицательно влияют на качество жизни граждан и создают барьеры. Поэтому обязаны своевременно получать паспорта, свидетельства о регистрации брака и свидетельства о рождении детей.